Это случилось в большой якутской старой деревне. С годами получилось так, что в центре располагался круг старых домов вокруг церкви. Вокруг церкви было старое кладбище. Дома советского периода стояли вокруг этого старого поселения. Новые дома стояли еще одним кругом вокруг всего этого. Дороги из конца в конец были как бы по кругу, очень длинные, и люди ходили по своим тропкам напрямик. В этом селе жило много людей, школьников и молодежи. Там была активная, бурная жизнь. Дети толпами ходили в школу, на кружки в Дом культуры. Туда ходили люди в кино, в библиотеку, а по субботам на танцы. И там жила одна девочка, Женя. С детства она была тихая-тихая, никогда ни с кем не играла, ни в детском садике, ни во дворе. Она была молчаливая и стеснительная. Она сидела в стороне и наблюдала, как играют другие дети. Она была пухленькая, медлительная и очень закомплексованная. Дети замечали ее, но и не донимали. Женя такая и выросла. Полноватая, некрасивая. У нее был тусклый взгляд, она сутулилась. В моменты тоски она говорила себе: «Никто со мной никогда не дружил, никто меня не любит. Как бы я ни оделась, как бы ни накрасилась, никто не обращает на меня внимания. Никто меня не замечает, никому я не нужна, я как мебель. Если бы меня здесь не было, ничего бы не изменилось. Вот уйду от вас далеко-далеко». С ней даже не здоровались на улице, никуда не звали. Жени как будто не существовало. Женя жила вместе с матерью на окраине села. Окончив школу, она никуда не поступила. Она стала работать дояркой. Это было удобно, можно было спрятаться от людей и быть всегда незамеченной. Рабочая молодежь собиралась вечером в субботу на дискотеку в клуб. Стулья сдвигались в дальний угол, освобождая место для дискотеки. Девушки долго прихорашивались у зеркала в раздевалке, потом толпились на одной стороне зала, а парни собирались группами у другой стены. Затем начиналась дискотека. Все веселились, танцевали. После танцев все расходились. Парни провожали девушек, девчонки собирались в группы, чтобы всем было по пути. Потом клуб пустел и гас свет. И только тогда из-за сложенных стульев из дальнего угла выходила Женя и в одиночестве шла домой. Каждую субботу она ходила на дискотеку. Она красилась и одевалась. Она всегда приходила за час до начала, чтобы никто ее не видел, забивалась в темный угол и сидела там до того, как гас свет. Она шла домой напрямик по своей тропинке и горевала о том, что она невидимка. Слезы смывали ее макияж, и ветви берез цеплялись за завитые волосы. Прошли годы. Каждую субботу Женя все ходила и ходила в клуб на дискотеку. Люди знали, что она сидит там, за стульями, но им не было до нее дела. Чудачка, думали про нее. Женя из дальнего угла наблюдала чужое веселье, как флиртуют парни с девушками. Она всегда замечала начало отношений, могла сделать прогноз, кто кого нынче пригласит на медленный танец, кто кого пойдет провожать. И однажды Жене стало так плохо от одиночества, что по дороге домой ночью даже не смогла идти и присела на камень. «Меня никто не замечает», – плакала она. «Никто никогда меня не любит, всю жизнь меня не будут замечать. Никто со мной даже не здоровается при встрече. Наверное, надо пойти и повеситься, но не сейчас, после следующей субботы», – решила она. Прошла тоскливая неделя. «Наверное, надо уехать отсюда?» – спрашивала она себя. «Нет, страшно, никуда не поступлю. А что мне делать далеко от дома? Может, мне вообще не ходить в клуб по субботам? Все равно мне там делать нечего. Ладно, схожу туда в последний раз», – решила она. Субботним вечером она накрасилась, сделала прическу, нарядилась и пошла в клуб, забралась в свой угол и притихла. Пришел диджей, стал настраивать аппаратуру, стали приходить люди, началась дискотека. Время шло, веселье разгоралось, и вот в такой момент в зал вошел новый человек. Вся дискотека посмотрела на нового парня в красивом костюме. «Это приезжий», – отметила Женя, – «только что приехал. Я его не знаю, значит, он приехал на этой неделе. Симпатичный.
Кого он пригласит? Парень тоже рассматривал публику, но никого не приметил. Он прошел мимо местных красавиц, обошел зал, и тут зазвучал медленный танец. Женя услышала стук отодвигаемых стульев. Она увидела, что этот парень пробирается к ней, и все смотрят, открыв рты, на них. Она закрыла лицо руками от стыда и стремилась провалиться сквозь землю. И тут она услышала голос. «Можно вас пригласить на танец?» Она молчала, закрыв лицо руками, и крепко зажмурилась. «Они меня все увидели! Какой позор!» «Девушка, можно вас пригласить на танец? Почему я сейчас не умерла от стыда?» Тут рука схватила ее за кисть и стала крепко тянуть вверх. Кое-как он приподнял ее, и каким-то образом Женя оказалась в центре дискотеки. Вся публика перестала танцевать и стояла, смотря на то, как приезжий парень приглашает эту самую. Она заметила круглые глаза людей. И они танцевали этот танец, а все удивленно смотрели на них. Потом была энергичная музыка, они тоже танцевали. Когда Женя открывала глаза, тут же ловила недоуменные взгляды, поэтому она опять зажмуривалась от стыда. Они танцевали до конца дискотеки. Потом он ей сказал: «Я провожу тебя домой». Женя была слишком смущена, а парень говорил что-то, но она еле понимала его слов. Он сказал: «Надеюсь, в следующий раз тебя снова увидеть. Я буду ждать тебя у входа в клуб». И ушел. Женя нащупала в темноте калитку и на ватных ногах пошла в дом. В понедельник было много разговоров о ней. О ней говорили между собой все девчонки. Они разглядывали ее, когда она была в магазине, когда шла по улице, когда она проходила мимо. Урывками она слышала вопросы: как она? Кто он? Почему она? Где он? К середине недели о событиях на дискотеке прознали некоторые старушки. Женя вторую половину недели ловила и их взгляды. Но никто к ней не подходил, прямо ничего не спрашивал, никто не тыкал пальцами, ничего плохого она не почувствовала от всеобщего внимания, кроме отчаянной неловкости. Когда она стояла в кассу за хлебом, она услышала, как девчонки шептались: «Интересно, в субботу она придет?» «Приду», — сказала про себя Женя. «Он сказал, что будет меня ждать», и радостно улыбнулась. Всю дорогу домой она улыбалась, и люди с интересом смотрели на нее, как будто видели в первый раз. Вот наступила суббота. А если он не придет? А если уехал? А как я буду там сидеть за стульями, если все будут только на меня смотреть? Не пойду, нет, не пойду. А вдруг придет? Она накрасилась, оделась, сделала прическу и пошла. Около клуба она заметила сразу элегантный костюм. Пришел! И они вместе вошли в зал, где уже гремела музыка. Женя сияла, улыбалась, глаза ее искрились. От радости она преобразилась, и люди увидели это. И вновь он предложил проводить ее до дома. «До свидания! В субботу приходи, я буду ждать». «Кто он такой? Вся деревня только о тебе и о нем говорит», — сказала ее мать. «Мне только что позвонила соседка и сказала, что видела, как тебя провожает какой-то приезжий парень. Откуда он?» «Я не знаю». «Как это ты не знаешь? Где он живет?» «Не знаю». «А зачем? По какому делу он приехал?» «Я не знаю». «Когда ты увидишь его в следующий раз?» «В субботу». Наконец-то на мою нескладеху кто-то обратил внимание, а она и не знает даже имени. Ну что тут сказать? Женя стала улыбаться, выпрямила спину, была в хорошем настроении. Люди стали с ней здороваться. Ее спрашивали, как дела, свежий ли нынче хлеб в магазине, видела ли она, куда пошли их дети, и даже который час. Женя ощущала, что родилась заново. Мир увидел ее. Даже соседка договорилась с ней вместе по дороге в субботу пойти в клуб. Хоть Женя не знала, как реагировать на все это, но точно знала, что в субботу обязательно пойдет на дискотеку. Мать сильно хотела знать, кто это такой. Она знала, что сама Женя ничего сделать не сможет. Тогда она дала ей большой моток ниток. «Положи ему в карман эту нитку, а конец намотай на забор. Он будет идти, а нитка размотается, и мы узнаем, в какой стороне он живет». Гремела дискотека, они танцевали, немного переговаривались между собой. Она уже открыла рот, чтобы спросить его имя, но включили быструю музыку, и ничего уже не было слышно.
Когда дискотека закончилась, он взял ее под руку, и они пошли к ее дому. Женя изловчилась и положила нитку ему в карман и привязала кончик к забору. Утром мать с соседкой пошли смотреть, в какой стороне живет тот парень. Они шли по какой-то из тропинок, сматывая белую нитку. Шли, и вот нитка кончилась. Посмотрели, а нитка в землю уходит. Посмотрели, а там, оказывается, могила старого кладбища, покосившийся могильный памятник. Они пришли к старой женщине и спросили ее, что она знает про ту могилу на старом кладбище. Та сказала, что там могила их племянника, который помер давно, примерно лет 30 назад, даже не поженившись, и показала его фотографию. А это был тот парень. Они опять пришли к той могиле, стали смотреть, где нитка, потыкали палкой в гнилые доски и поняли, что она реально глубоко уходит внутрь, будто в кармане лежит. Женя долго переживала, потом снова показалась на улице, надо было идти в магазин. В тот день все встреченные ею люди громко здоровались с ней, а она улыбчиво отвечала. Люди увидели ее, Женя перестала их бояться, и жизнь наладилась.